Добрый вечер, уважаемые друзья! Сегодня очень хороший знаменательный день, потому что сегодня у нас в студии будут очень интересные личности. Как всегда, друзья, передача «Арена», где мы с гостями из мира спорта обсуждаем самые интересные перипетии не только из мира спорта, но и в целом узнаем, раскрываем личности наших любимых и уважаемых всеми гостей. Сегодня в студии не Абдулла Джусупалиев, сегодня за меня Илья, то бишь Азирет Абдраимов, но я вас рад всех приветствовать, так же, как и вы меня, я думаю. Друзья, у нас сегодня очень интересные гости из мира футбола. Если вы привыкли видеть такие мейнстримовые моменты таких топовых клубов, каких-то президентов больших клубов, сегодня у нас будут те, кто хочет построить именно вот будущее нашего футбола, и именно они сегодня к нам прибыли в студию. Для начала я представлю наших гостей. Это президент футбольного клуба «Талант» Азат Касымбеков. Добрый вечер. Ну и, конечно же, спортивный директор этого клуба и по совместительству его брат Дамир Касымбеков. Добрый вечер. Ребят, я вас приветствую. На самом деле, вот почему мы хотели вас позвать, вообще давно, уже были некие переговоры, потому что мы что наблюдаем в последнее время? Да, был некий всплеск на Кубке Азии 2019 года, сборная себя хорошо проявила. Вроде бы КПЛ начал немножко как-то какие-то реформы проводить, да, но в целом с чего начинается развитие спорта? Это начинается именно с молодых, с малых лет, да, то есть, хотя бы с юношеских лет. Вы те люди, которые именно сейчас вкладываете в юношеский спорт и уже во взрослый спорт, потому что ваша команда играет в первой лиге, ФК «Талант». Ну и сразу первый вопрос обоим, наверное, начнем с Азата или с Дамира, кто хочет, отвечайте первым. С чего вообще у вас? Я знаю, что у вас очень хороший футбольный бэкграунд в плане там какие-то любительские соревнования, в плане работы в Кыргызском футбольном союзе в том числе. Но с чего вообще вот вы взяли и решили открыть свой частный футбольный клуб? Давайте я начну, а Дамир уже закончит наш короткий рассказ. В целом идея о собственном футбольном клубе, либо собственном, либо управлении футбольным клубом, лично у меня она жила уже очень давно, более 15 лет назад. То есть это там, начиная с компьютерных игр в детстве, когда там все играли в FIFA, PES. Была также еще игра, где нужно было управлять футбольным клубом. Футбол-менеджер, да? Футбол-менеджер, да. Она мне очень понравилась, и в этот момент у меня появилась такая идея, я даже родителям рассказывал, они говорили, скептично к этому относились, но на тот момент действительно это была утопичная очень идея. И потом, буквально чуть больше года назад, мы с Дамиром просто встретились в неформальной обстановке и начали обсуждать эту тему. И тогда, в принципе, в течение месяца буквально и решили все, что мы будем создавать свой футбольный клуб. То есть за месяц, да, вот так вот просто взяли и встретились? Может быть, пару месяцев. То есть мы даже успели посмотреть вкратце там на инфраструктуру разных клубов, несколько поездок сделали. И в целом, да, это было довольно быстро. Дамиру можно свою часть. Знаете, с детства нас три родных брата, это Данияр и Чингис. Мы все время играли в футбол во дворе, и у нас первая приставка Sony PlayStation 1, это серая такая маленькая, мы в нее играли, тогда еще назывался Winning Eleven, это с Японии, получается. На дисках еще были? На дисках, да, и потом мы переименовали в PES. С 98 года мы играем в футбол, занимаемся футболом, да, и все время мечтал работать в этой сфере, футбольной сфере. И плюс Азат, это мой двоюродный брат, все время приходили друг к другу в гости, вместе играли всю жизнь в одной команде, допустим, да, и как-то вообще идея пришла создания футбольного клуба уже давно, как говорил Азат, но мы об этом уже еще не разговаривали друг с другом. То есть у него своя идея, у меня своя идея, да, И как-то вечером мы встретились с ним, обсуждали проблемы кыргызского футбола или развитие кыргызского футбола, да, в целом, как можно это все сделать. И этим вечером мы просто решили, давай сами попробуем сделать. Почему бы нет? А представьте, было бы, допустим, вы, Дамир, точнее, захотели бы свое открыть, с Данияром и еще с одним братом, а, допустим, Азат, вы решили бы свой открыть клуб футбольный, и так друг другу конкурировали бы. Я думаю, это было бы
замечательно. Еще и фарм-клубы, да, делали там? Кыргызский футбол очень нуждается в клубах. То есть у нас очень мало команд. Ну хорошо, что вы в команду объединились, на самом деле. Я знаю, что у вас очень молодые ребята играют, и, как говорится, играют не за, так сказать, не за золото, да, по сути, да, а не за знатные гроши, так сказать, а именно за идею, за перспективу, чтобы в будущем себя проявить. И я знаю, что у вас есть идеи как-то сотрудничать с большими клубами именно из зарубежья. То есть вот момент хотелось бы узнать, у вас основа вашего клуба, окей, вы сделали, вы свою, так сказать, детскую мечту воплотили. Но цель какова именно проекта футбольного клуба «Талант»? Так, давайте даже опять я начну. Вообще, в целом, когда мы разговаривали, мы как раз-таки в первую очередь мы разговаривали о цели. То есть для чего нужен этот клуб. То есть клубы, где там хозяева вливают огромные деньги в него просто и наслаждаются игрой, да, там, скажем, приобретают себе игроков, которых хотели, может быть, видеть у себя. Ну, как арабы, те же самые, да? Ну, вот, скажем, там, ПСЖ или Сити. У нас, конечно же, совсем не те возможности, чтобы это все делать. Поэтому для нас, для меня лично, например, первой и основной целью было выстраивание именно здоровой модели клуба, где клуб мог зарабатывать деньги на свое существование. Чтобы клуб это был не просто проект одного человека, владельца или там нескольких владельцев. Чтобы он мог действительно стать командой, которая принадлежит болельщикам, принадлежит народу, да, там, скажем, тем, кто за них болеет. Их поддерживает, то есть как финансово, так и морально, постоянно приходят на матч. То есть, ну и в этом плане, в первую очередь, конечно же, помимо там какой-то коммерческой деятельности, для нас стало очевидным, что нужен очень хороший результат в плане развития игроков. Сейчас он как, на каком уровне, вот, если изначально сравнимо? Ну, мы начали, как я уже говорил, чуть больше года назад. Первую игру вообще официальную наш клуб провел как раз-таки год назад, в октябре. В принципе, по нашему мнению, то есть нас и тренерского штаба, у нас очень большой прогресс виден. Но уже есть игроки, которые могут хотя бы в кыргызских топ-клубах заиграть? Я думаю, уже в кыргызских-то уже точно. В данный момент мы не можем сказать точно, но уже есть некоторые интерес со стороны агентов. То есть мы планируем зимой провести несколько просмотров для наших игроков, лучших из игроков, в зарубежные клубы. Пока что ни страны, ни всего остального назвать не можем, но в целом мы планировали, да, что уже зимой мы начнем просмотры, увидим, что оно и как, сравним, поймем наш уровень и дальше уже поймем, к чему нам идти. Но это уже очень быстро, по сути, там, для годичного существования клуба зарубежными уже просмотрами. Да, клуб сам по себе существует только год, но эти игроки, они не пришли с улиц там. То есть у нас не было... Бэкграунд есть футбольный. Да, как у других, ну, как в предыдущий проект один у нас был, лидер. То есть мы не собирали игроков там с любым бэкграундом. Мы взяли практически готовую команду на базе детско-юношеской школы Чуйской области. И, то есть, ну, это была практически собранная команда. И мы уже стали дальше ее развивать. То есть мы не брали нового тренера, не собирали игроков с нуля. То есть мы собрали команду и уже начали развивать то, что имеется. А поправочка по поводу лидера, друзья. Ну и, кстати, журналистам, и не журналистам, а зрителям тоже скажу. Проект, кстати, мой был, по идее, между прочим. Написал его я лично на своем телефоне. Лично писал. И человек, который помогал мне писать, Талант Усенов, он, грубо говоря, украл его у меня. И там идея была не такова, то есть как он хотел в КПЛ. Идея у меня была именно как вот, есть же, кто хочет легионером сделали же эти на Матч ТВ России. Я хотел именно игроков, да, в разные страны, чтобы развивались они там, получается. То есть в итоге, я решил там в судебной тяжбы не идти, я ему сказал, ты некрасиво сделал, в общем, сказал, все, что хочешь, то и делай, проект пускай будет твой, хотя по идее мой. Но мы видим, что справедливость, по сути, лидер не прожил и больше 2 лет. Сейчас есть похожий проект в России. Конечно, там намного более медийная личность участвует, Красава. Красава. Об этом, кстати, поговорим, про Красаву. Тоже у меня очень хороший вопрос будет. Просто по лидеру сразу мы расставили точки над «и». Проект мой, то бишь Азирит Абдраимова, но я его подарил. Вот. Но вот ваш проект мне чем нравится, FK Талант, потому что он, во-первых, очень грамотно подобран в плане даже состава. Не только состава игроков, я имею в виду, состава менеджеров. То есть каждый, во-первых, любит футбол. Во-первых, знает, что, где и как надо делать. И тренер у вас тоже очень хороший, я знаю, опытный, на самом деле. Вот. И хотелось бы
наверное, у Дамира спросим по поводу этих тренерских, то есть по поводу вообще персонала в целом, да, менеджерского. Как-то рассказать поподробнее. А что вы хотите? Ну, там, тренеры у вас, там, какие тренеры, кто помогает, соответственно, им. Почему именно вы сделали ставку на этих именно специалистов? Когда мы искали команду, мы больше всего смотрели на состав команды и на тренера, который может себя представить как тренера. Да? Вот, мы обращались в несколько регионов, смотрели несколько школ ДЮСШ, но именно нам понравилась наша команда, которая была базирована в Канте на ФОКе, да, это с ДЮСШ, по-моему, да? Нет. Сейчас у нее очень длинное название. Да. ДЮСШ по ИЗВС По Чуйской ИЗВС, области. да, Чуйской области. Вот, они базируются в Бишкекке, они играют в Бишкекке, потому что большинство игроков там. Вот, мы посмотрели, приехали на первые тренировки, но также мы переговаривали с региональным представителем Чуйской области, это Артур Арамайсович. Он нам посоветовал этого тренера, да, Тариэль Абдукаимов. Вот, мы с ним переговорили, очень серьезный мужчина. Вот, и я был знаком с его сыном, это Абдукаимов Урмат. За Карабалту, который... Да, он играл за Карабалту, за Невчи, и мы с ним вместе проходили разные курсы. То есть он как бы обучался на проекте «Современный тренер» в Кыргызском футбольном союзе. Вот, и я считаю, что его сын очень талантливый тренер, и мы решили с Азатом дать шанс, как бы, ну и сотрудничать именно с этими людьми. А у вас есть такие моменты, когда вы вмешиваетесь в дела тренерские? Бывает временами, ну это не назвать это вмешательством, то есть, например, я или Дамир, мы не можем конкретно сказать, что вот уберите такую тренировку или уберите этого игрока, мы можем только свое мнение высказать, то есть мы собираемся, практически еженедельно мы собираемся с тренерами и обсуждаем все вопросы, что касаются как игровых, так и внеигровых частей, то есть, ну, я считаю, это не вмешательством, это больше обсуждением. То есть мы постоянно обсуждаем. Такой определенный брейншторм, да, где вы садитесь и каждый свои мысли говорит. Каждый свое Ну, в мнение. смысле, не возникает ли конфликтов из этого? Невозможно просто так указать тренеру, да, потому что он лучше знает команду, во-первых. Я не могу сказать ему, поставь этого игрока, этот игрок нам не нравится, да, как бы, может быть внешне там, и так далее. Поэтому мы сначала спрашиваем. Поэтому мы сначала спрашиваем, как вы думаете, да, что может случиться, если мы поменяем этого игрока. Он высказывает свое мнение, Урмат высказывает свое мнение, и мы приходим к общему знаменателю в этом плане. Да? То есть у нас система менеджмента, она совершенно другая. То есть у нас нету ни президента, ни спортивного директора, ни тренера, там, ни игрока, у нас все равны. В принципе, каждый игрок, каждый человек, который работает в футбольном клубе «Талант», может высказать свое мнение, и я буду слушать его. То есть я прислушаюсь. Да. Есть официальные должности, но по сути все на равных условиях. Да, если прямо отвечать на вопрос, то без конфликтов, в принципе, никакое общество не может существовать продолжительное время. Но могу сказать, что мы довольны тем, что никогда эти конфликты не были такими, чтобы за гранью, да? О них громко говорить, да. То есть мы всегда решали это все довольно оперативно, и это никогда не мешало команде. То есть в первую очередь, ну почему у нас именно так оно происходит, потому что ну вот буквально недавно мы разговаривали, обсуждали, и мы пришли к одному мнению, что все мы в этом клубе находимся и работаем для общего развития, для развития клуба, не для каких-то личных интересов. Именно поэтому конфликтов как таковых в корне быть не может у нас. То есть у нас бывает несовпадение мнений, это максимум. Как если спорить рождается истина. Конечно. Хорошо, теперь немножко отойдем от темы, разбавим. Мы как раз таки Азат затронул тему про футбольный клуб «Красава». Что-то похожее я у вас вижу, да, может быть, в плане медийности, кажется, «Красава» там стоит на порядок выше, он вначале сделал себе имя, во-первых, у него очень большой футбольный бэкграунд, там и за Амкар, за Крылышек играл, и за Тульский Арсенал, вот, и за сборную России тоже вызывался, перехиденький как раз. Потом, как блогер состоялся, соответственно, начал поднимать большие темы, не только там, как он говорил, если убрать цензуру, то есть с цензурой, наоборот, сказать, мы развиваем футбол, меняем футбол, а не просто говорим на ютубчике. Вот. И сделал целый проект, да, футбольный клуб «Красава», с бюджетом минимум 50 миллионов рублей в год.
Вот. Уже, И, соответственно, уже почти в 2 раза больше. да, как вообще, как вы оцените проект? И сейчас они находятся, по-моему, на 4-м и 3-м месте и отстают от лидера на 4 очка где-то примерно. Ну, игра в запасе еще есть у лидера этой группы ФНЛ-2. Как вообще оцените проект «Красава»? Ну, я слежу, буквально недавно посмотрел последний выпуск. Ну, как Где сказать? первое поражение было, да, у него? У Ну, это уже команды? не первое, но Не, вот именно в этом да. Там было выпуске первое. первого поражения. Да. Ну, если смотреть именно на спортивную составляющую, то, в принципе, он сам в предпоследнем выпуске признал, что его идея собрать игроков, которые не нужны никому, это утопично. То есть, что и этим российский футбол не отличается от кыргызского. То есть нет такой ситуации, где есть целая плеяда игроков, которые очень хорошо играют в футбол, но никому не нужны. Мгм. Потому что, в принципе, даже сейчас можно сказать, что в кыргызской премьер-лиге, что в российских высшей и первой лигах игроков не хватает качественно для развития. И именно это он сейчас уже осознал. Я думаю, что теперь он будет больше, надеюсь, обращать внимание именно на проблемы детского и юношеского футбола, потому что мы, опять же, приходя, в первую очередь отметили то, что у нас практически отсутствует переход юношей из юношеского во взрослый футбол. То есть их просто бросают, и кто выжил, тот выжил, как говорится. И, ну, если возвращаться к теме Красавы, то в итоге они же практически весь состав собрали уже из действующих игроков, то есть забрали Да, их где-то из 4 они отобрали вот из да, этих 4 остальных. только с отбора, остальные все уже подписали контракты, являясь игроками других клубов. Поэтому, ну, мне очень нравится их проект в плане медийности, конечно. Я очень много идей сейчас у них беру. Конечно, мы их пока не воплощаем ввиду ограничений. Особенно трансляции, да, топовые. Да, трансляция, медиа перед матчем, во время матча, после матча. Что они делают, ну, это просто другой уровень. Мне кажется, Ну, здесь вопрос Вообще- финансов, мне кажется, еще. вопрос финансов в первую очередь, но очень много зависит от желания. Потому что даже в нашем футболе, ну, ситуация с медиа очень плачевная. И здесь больше вопрос того, что непонятно, кому нужен футбол вообще. То есть с проектом «Красава» все очевидно. Он это делает для зрителей, зрители смотрят, зрители поддерживают. Так он и зарабатывает. Потому что, мне кажется, маркетологи очень хорошие собрались там. Там даже если с нашим футболом параллель вот это сделал. На самом деле у всех клубов есть свои, да, персоны, которые отвечают, да, пресс-атташе. Ну, и единственное, кого могу назвать, который прям усердно работает, из Дордо, это как, к примеру, да, взять, если... Вот, в принципе, все. То есть, Да, ну, да, Тенгельбес, вот, он прям живет этим, то есть, вот, Да. он прям бренд этот продвигает везде. А у других, смотришь, они как-то, ну, более такие тихие чуть. А вы нас Вроде смотрите? пытаются. Нет, пока про талант сейчас не будем, про это коснемся этой медиа, именно про, Да, взять, ну- если КПЛ эти взять конкретно. с медиа у нас огромные проблемы, конечно. То есть у нас, по сути, нет рынка рекламы в футболе. То есть сейчас вот у нас стал большой вопрос финансирования. То есть мы сейчас ищем спонсоров, и ну, буквально все очень скептично к этому настроены, потому что в Кыргызстане практически нет опыта рекламирования чего-либо через футбол. То есть футбол существовал всегда независимо. Были хозяева футбольных клубов, одновременно хозяева каких-то торговых брендов, торговых марок. Там много разных было, Торговых да? точек. Сейчас, если это Дордой, Абдушата, то есть это названия, которые говорят за себя. Да. Они рекламируют сами себя, по сути. Либо муниципальные клубы, которым, ну, не будем Да. много говорить, но им много не надо в плане рекламы. То есть им просто нужно представлять свой регион, свой город достойно и все. Поэтому проблема эта возникла, мне кажется, из-за того, что у нас в целом-то по стране рынок рекламы не такой развитый, как, скажем, в той же России. Мгм. Поэтому в России, ну, помимо даже Красавы, который взорвал, конечно, рынок, ну, почти у всех клубов, ну, не бывает клуба, например, в премьер-лиге практически, за исключением, там, опять же, муниципальных, которые не имеют спонсоров. То есть они, по крайней мере, им не нужно Не покупать бедствуют. самим себе Да. экипировку, как это делают абсолютно все клубы в наших странах. Мгм. Ну, поэтому... По красаве, Ну, Дамир. продолжая тему скептицизма, Скептицизм. да, ну и я красавой закончу, наверное, да. Вот. Когда мы думали создать какой-то определенный клуб, есть два пути. Или мы начинаем набирать ребят 6-7 лет и создавать какой-то детский клуб, там, частный, да, На перспективу. на перспективу, чтобы наши игроки играли. Но мы бы играли на площадке 40/20 до 12 лет. После 12 нам пришлось искать
большие поля. Вот. Мы пошли по второй схеме. То есть сначала показать, что мы можем, что мы умеем, как мы можем работать, и чтобы эти же самые дети смотрели на футболистов, которые сейчас развиваются, и если кто-то из них уедет в Европу играть, то это станет возможно для каждого ребенка, да, как бы, то есть в голове. Поэтому мы большее время уделяем сейчас первой команде и, соответственно, хотим создать академию для того, чтобы у нас была градация игроков с 6 до 12 лет, это детские возраста, да, и с 12 лет уже до 17 лет изучать азы большого футбола. Вот. Ну, у нас есть примерно сколько сейчас команд детских? Ну, мы выставляем, получается, 3 юношеские линейки, плюс у нас уже 3 группы детские, то есть это до 10 лет. Ну, с 8 до 10 лет, скажем, там они не сильно делятся по группам, потому что группы у нас находятся в селах, это Бешкунгей и Арашан. И базироваться они там будет, получается? Они там и тренируются, но я имею в виду детские группы. И там не так много детей, чтобы, там, как, например, это в городе, то есть там 5 групп 6-летних, 5 групп 7-летних. Поэтому там более или менее все дети, которые хотят заниматься футболом, они приходят и организуют одну группу. В целом, если говорить по количеству, ну, около 100 детей у нас занимается. Уже на данный момент, да? Отлично. У нас также развивается фан-база, то есть болельщики самого села Бешкунгея, да, и это родители футболистов, наши родственники. Вот, если зайти в инстаграм-страничку футбольного клуба «Талант», можете посмотреть, после каждого матча мы выкладываем радующиеся лица, уже с флагами, с барабанами, с дудками и так далее, да, то есть особенно на матче против потенциальных соперников, это команда наша и так далее, да. Вот, друзья, ФК «Красава» есть, у них своя фан-база там раскачанная. Тоже, кто сейчас смотрит, заходите, подписывайтесь на канал, то есть не на канал, а на страницу, инстаграм-страницу ФК «Талант» и следите за командой наших сегодняшних гостей. Ну и по поводу «Красава» мнение. Если честно, я смотрел и следил «Красаву», когда он брал интервью у знаменитых людей из мира футбола. Но насчет клуба я смотрел только становление, когда он все это начинал, и последние выпуски я пропустил, да, я не могу ничего сказать про развитие клуба, да, но в целом идея мне очень нравится, то, что он делает, то, что он хочет развить, и самое главное, он хочет делать это честным путем. Я знаю, но некоторые зрители не знают, почему все-таки назвали клуб ваш ФК «Талант». Наверное, Дамир сейчас объяснит, почему для зрителей тоже можно. Мы не случайно взяли название футбольный клуб «Талант», потому что тем же вечером мы сидели и думали, самое главное это дать ребенку название, чтобы вот как ему дашь название, как так корабль он пойдет, назовешь, так и поплывет, да? Так и поплывет, да. Поэтому мы хотели сделать что-то символическое, да, как бы, и относящееся к футболу. То есть тут здесь два смысла. Это в честь моего отца, да, которого звали Талантбек, и название «Талант», второй символ — это талантливый футболиста. То есть я могу еще сказать про форму, то есть, почему она оранжевая, потому что это любимый цвет моего отца. Ну вот, пожалуйста, сколько символизма есть. Ну круто, ФК «Талант», да и плюс запоминается очень легко. То есть, талант сразу же, и еще, наверное, все таланты теперь будут болеть за ФК «Талант», кроме вон того. Так, ну и хорошо, если мы дальше продолжим тематику по поводу именно вашего продвижения дальше. Вот, допустим, Евгений Савин, закрывая тему «Красава», он поставил цель выйти с ФНЛ-2 сразу в ФНЛ в первом же сезоне. То есть, кто-то нам делать нечего в футболе, то есть вот так. Сейчас мы видим, чуть тяжелее приходится, неплохо команда играет, конечно, для новичка, но тем не менее, тяжело будет ему выйти с первого сезона. У вас какие сейчас перспективы? И я знаю то, что еще, даже если занять первое место в первой лиге, нужен очень солидный взнос для того, чтобы в КПЛ играть. Как у вас обстоят дела с турнирной таблицей, с будущим, так сказать, взносом при выходе и вообще в целом с развитием выхода из первой лиги? Ну, давайте опять я скажу. Мы начали играть в первой лиге в прошлом году, но в прошлом году ввиду там пандемии и всего остального у нас сезон начался, ну, там осенью только. И он был в очень сокращенном формате, 1,5 месяца. У нас было только 5 команд в группе. И в целом прошлый год мы называли таким проверочным. Разогревочным. Да, потому что мы даже не понимали,
на каком месте находимся в иерархии кыргызского футбола. И целей как таковых в прошлом году не было. Мы заняли 3-е место в своей группе. Ну, в целом мы считали на тот момент это неплохим результатом, учитывая скомканную подготовку, очень короткий промежуток, в котором мы играли. Также параллельно там проходил кубок среди юношей до 17 лет, а у нас в прошлом году там 70% команды участвовало и в этом кубке, потому что им всем было 17 или меньше. Сейчас как дела обстоят? К этому году у нас подготовка уже была полноценной, мы уже планировали все, ставили цели. Сборы прошли, то есть полноценные, да? Да. И цель у нас была, конечно же, победить в первой лиге, как и Красава, потому что, ну, на самом деле, если не ставить высших целей, то... Плохо тот солдат, который не мечтает стать генералом. Да, ну, то есть это было бы бессмысленно говорить ребятам, давайте займем 3-е место и будем радоваться этому. Потому что, к примеру, по результатам уже прошедшего года мы заняли 2-е место. То есть нам, ну, не хватило буквально немного. Немного удачи, немного таланта, немного умений, да, немного опыта, конечно, потому что, несмотря на свой опыт, наш тренерский штаб тоже у них, ну, не такой большой опыт в ведении именно самостоятельно команд. Поэтому мы все вместе набираемся опыта, что, говоря о выходе в премьер-лигу, на данный момент в Кыргызстане не существует как таковой системы промоушена, да, то есть прохода в высшую лигу. То есть победитель национальной лиги не обязательно проходит в высшую лигу, и нет клубов, которые вылетают из высшей лиги. Я просто знаю, что этот случай с МФК Карабалта был в свое время. То есть они 2 раза подряд занимали первое место в первой лиге и не выходили. Да. И во 2-й раз потом, на тот момент, Горкинеш и мэр, они все сплотились, сказали, давайте изыщем из бюджета средства, чтобы в премьер-лигу наших ребят пропихнуть. И тогда вот они прошли и вот до сих пор играют в КПЛ. Это было тогда. Это было, да. А сейчас как обстоит? Вопрос только в финансах. В финансах? Да. Ага, хорошо. Так, у нас очень мало остается эфирного времени, друзья. Сейчас каждому вам слово дадим. Что у вас конкретно вы можете пожелать в целом, да не только нашим футбольным зрителям, но и в целом гражданам нашей республики, которые не уезжают, а остаются здесь? Да я бы сказал, любите страну, любите все, что вокруг есть. То есть у нас в стране, если честно, не так уж и мало вещей, которым можно радоваться. Как минимум, вот, например, футбол. То есть футбол у нас, это, мне кажется, самое искреннее, что может быть, например, в моей жизни. Поэтому мы этим и занимаемся. Найдите себе свое любимое дело и занимайтесь чем-то, развитием занимайтесь. То есть, по сути, ну, человек есть то, о чем он думает, чем он живет. Поэтому Дамир? Удачи всем. Я обращусь к подрастающему поколению и к детям и скажу, что то, о чем вы мечтаете, обязательно сбудется. То есть, если вы вложите все силы в это направление, если вы хотите стать футболистом, играть за Барселону или там за какой-нибудь ваш любимый клуб, у вас по-любому это получится. Потому что уже на своем опыте я уже смотрю, что, наблюдая за детскими чемпионатами, то есть все дети одинаковые. Все дети одинаковые, что в Кыргызстане, что в Таджикистане, что в Японии там, или в Европе. Да? То есть, если вы будете идти к этой цели, то у вас все получится. Ну, чтобы играть за Барселону, Реал или Ливерпуль, вначале можете начать с футбольного клуба «Талант». Так, друзья, наше эфирное время подходит к концу. Сегодня была очень хорошая, приятная беседа с людьми, которым не все равно на спорт в нашей стране. Это Азат Касымбеков и Дамир Касымбеков, деятели именно футбольного клуба «Талант». Подписывайтесь на их в Инстаграм, следите за футбольным клубом «Талант». Кто хочет, можете приводить своих детей туда, в их академию, и в целом вообще попробовать себя, свои силы в большом футболе. Именно можно через даже первую лигу, через футбольный клуб «Талант». Ну и с вами в студии был Азирит Абдреймов. Всего доброго, увидимся, не знаю когда, но самое главное, держите удар, будьте смелее, ну и никогда не отчаивайтесь, и, как сказал Дамир, верьте в свою мечту.